Между тем, День народного единства по задумке инициаторов праздника – дань образцу героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Какие исторические события легли в основу праздника и о роли Хакасии в составе многонациональной страны? Петр Пермяков. В начале 17 века, во времена ключевых событий, которым приурочен День народного единства, Хакасия жила своей жизнью. Она добровольно вошла в состав России в начале 18 века и вот уже более 300 лет является неотъемлемой частью большой страны. Хакасия входила в состав Енисейской губернии, была автономной областью РСФСР, а ровно 30 лет назад, в 1991 году, получила статус республики. 2021 для Хакасии – юбилейный. Днем рождения Республики Хакасия считается 3 июля 1991 года, но на самом деле все произошло несколько раньше. 18 апреля 1991 года областной совет народных депутатов принял решение о выходе из состава Красноярского края. В начале 90-х курс на самостоятельность разделяют деятели культуры, науки, искусства, экономисты и политики. Это обосновывают историческими фактами. О республике говорили многие из давних времен, и многие были и погибли только за эту идею. Вопросы самостоятельности территории решаются в 100 лет один раз. Возможность. И вот была такая возможность. Обретение самостоятельности для Хакасии стало спасательным кругом в решении экономических и политических вопросов. В рамках федеративного государства республика начинает строить собственные основы демократического управления. 92 год судьбоносный для Хакасии. Именно в этом году принимаются документы, которые будут определять жизнь республики на ближайшие десятилетия. В марте Верховный Совет Хакасии принимает декларацию, которая определяет права и обязанности Республики Хакасия в составе Российской Федерации. Это тоже способствовало и снижению этого парада суверенитета в Российской Федерации. Кстати, Ельцин Борис Николаевич, потом мы с ним встречались, общались. Он, кстати, это очень даже позитивно оценивал. Ну, говорит, Владимир, тебе спасибо. Ты вообще показал пример, какие надо декларации принимать в составе единого государства. Особо значимая дата в календаре событий – 25 мая 1995-го, когда Верховным Советом Республики была утверждена Конституция Хакасии. Мы удержали ситуацию, понимаете, со всех сторон, с политической, с экономической. Нареканий много, но в принципе не скатились, вот когда... как в каком-то кино, да, или что, шеф, все пропало, вот это такого не было. В начале 90-х Хакасия – один из наиболее промышленно развитых регионов России. Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорский алюминиевый завод, добыча угля, молибдена, золота. Большой промышленный потенциал позволил Хакасии пройти через сложные 90-е с наименьшими потерями. У региона есть возможности уделять внимание культуре и спорту, сохраняя учреждения. В общей сложности их было 12. Мы приняли решение, чтобы эти все школы сохранить. Вышли с этими вопросами на федеральные структуры, нас там поддержали. И ни один тренер, ни одной жалобы не поступило. Все были устроены, и все эти школы остались. Создание республики также стало основой возрождения культурных и исторических традиций. Хакасия становится археологической меккой для ведущих исследователей Европы и бывшего Советского Союза. А еще обретение самостоятельности послужило основой для развития самобытной культуры республики. У нее свой особенный голос, и он звучит в унисон со всей страной. О том, насколько богата и разнообразна Россия, медиахолдинг ВГТРК рассказал в специальном проекте «Славься Отечество». Это путешествие сквозь время и пространство через историю и современность всех регионов многонациональной страны. Имена выдающихся соотечественников, мозаика религий и культур, интересные творческие личности и неожиданные находки. Наша телекомпания при поддержке Министерства культуры Хакасии показала всей стране, как можно сыграть гимн России на хакасском национальном двухструнном инструменте «Хомус». Произведение виртуозно исполнил известный музыкант Евгений Улугбашев. Он уже 30 лет служит культуре и является заслуженным артистом Российской Федерации. Сегодня, когда Хакасия празднует 30 лет со дня создания, День народного единства обретает особый смысл. Вхождение в состав России позволило маленькому народу Юга Сибири стать частью большой семьи, сохранив и приумножив при этом свои традиции, культурные особенности и сделать очень важные шаги по пути развития экономического, культурного и научного потенциала. И сегодня Хакасия носит свою лепту в развитие большой и единой страны.